На радость гостям и жителям экс-столицы. Здесь продолжается благоустройство местной достопримечательности. Реконструкция пруда проводится в рамках национального проекта «Экология» и федерального проекта сохранения уникальных водных объектов. Назрановский пруд – излюбленное место горожан и гостей экс-столицы. После проведенных работ по восстановлению и экологической реабилитации он стал намного шире и чище. И это еще не все изменения. По заверениям подрядчиков, водный объект станет заметно краше. Первые преображения отмечают рыбаки, как показатель удачный улов. 4 карася, 5-й на подходе. Видите вы изменения какие? Конечно, в лучшую сторону все меняется. Штуки 4 поймала. И давно здесь? Это 1,5 часа. Флора и фауна сохранены. Объем воды 320 тысяч кубических метров, средняя глубина 1,6 метров, а общая площадь более 20 гектаров, что почти на 4 гектара больше, чем было до экологической обработки. Уже он увеличен в территории, вот это все место было заилено, зеркало воды увеличено, берега полностью отремонтированы, устроена георешетка, не будет коррозии берегов в дальнейшем. Это результат 2 этапов работы в рамках сразу 2 проектов – федерального и национального. И, конечно, труда совместного экологов, подрядчиков и представителей городской администрации. На сегодняшний день все основные работы по очистке пруда, вывозу ила, укреплению берегов, эта работа закончена. Сейчас остается видимая часть – это озеленение, благоустройство всей этой территории вокруг нашего пруда. Эти работы они должны завершиться в течение где-то 2 месяцев. Это где-то будем рассчитывать на конец июля. Реализация федерального проекта сохранения уникальных водных объектов велась с учетом всех предписаний и рекомендаций под пристальным контролем Минприроды России в режиме онлайн. За происходящим на объекте можно было наблюдать при помощи установленных видеокамер. Обычно в таких проектах по экологической реабилитации предусматриваются определенные виды работ, есть жесткие требования Росводресурсов. Это в первую очередь это выемка донных отложений, загрязненных донных отложений, которые находятся на дне водного объекта. Потом идет выполаживание откосов, потом после выполаживания устраиваются георешетки. Та площадь, которая уходит под зеркало воды, там устраивается щебень, а вверх зеркала воды уже обустраивается чернозем. Впереди 3-й этап, заключительный – благоустройство прибрежной зоны городского пруда. В эту часть плана, по словам экологов, внес свои коррективы коронавирус. По завершению карантина все силы и средства будут сосредоточены на создании красоты по всему периметру водного объекта. Основные работы уже закончены. Остался последний заключительный 3-й этап, это биологический этап. То есть здесь идет рассадка многолетней травы и также будет посажено около 840 кустов скумпии. Экологическая реабилитация в этом году запланирована и на Карабулакском пруду площадью 14 гектаров. Восстановят водные объекты также в Сунже и Малгобеке. Мадина Аздоева, Магомед Нальгиев, Мадина Марзиева. Вести Ингушетия.